Хорошо, если правительство не слышит свое население, пусть услышит весь мир, что происходит. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как жестко переживает происходящее население Таджикистана. Это надо знать. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Нет воды, нет отопления, трубы лопнули, дети мерзнут. Такие жалобы в последние дни то и дело слышны от многих жителей Душанбе. Большинство из них живут в многоэтажных домах, и сильные морозы, ударившие за последнюю неделю, создали им большие проблемы. Представители Душанбе водоканала и теплосети столицы заявили, что они проинформированы о проблемах. Аналогичные ситуации в других городах Центральной Азии. В Ташкенте даже уволили мэра из-за серьезных недостатков подготовки к зимнему периоду. Но от правительства Таджикистана такого ожидать, наверное, и не стоит. Нилуфар, жительница столичной улицы Курбона Рахимова, вместе со своими соседями набирает воду в окрестных дворах. У нас нет воды уже неделю. Я живу на 9 этаже, а без воды жить в многоэтажке очень сложно, рассказала она 17 января. Работники коммунальных служб связывают отсутствие воды в некоторых многоэтажках с тем, что в морозные дни многие трубы замерзли и лопнули. Бахриниса Мукимова, другая жительница Душанбе, говорит, что они также мучаются от отсутствия воды. Не верите? Приходите и посмотрите все своими глазами. В туалет невозможно зайти. Что нам делать? Холодно, водопроводная труба лопнула, говорит она. Мамлакат Пачакаланова из города Истаравшан Сагдийской области приехала к сыну в Душанбе, но, по ее словам, отсутствие воды вынудило ее вернуться назад в Кишлак. Моя невестка беременная, сегодня-завтра родит, но она вынуждена носить воду по 3 раза в день. Сын забрал меня из Кишлака, чтобы я перезимовала в столице в тепле. И вот видите, как все получилось. Сотрудники Душанбе водоканала объясняют отсутствие воды во многих многоэтажных домах авариями на линии питьевой воды. Представитель этого предприятия Мехраджудин Бабарахимов сообщил, что сейчас он и его коллеги решают проблемы жителей. Подготовка к зимнему периоду была хорошая, но никто не мог и предположить, что неожиданно ударят сильные морозы. В настоящее время все проблемы устраняются, добавил он. В ответ на вопрос, устранением каких проблем они сейчас занимаются, он ответил: из-за сильных холодов лопнули водопроводные трубы. Прорвет одну трубу, полдома останется без воды. Весь район будет без питьевой воды. Как вы относитесь к этой ситуации? Что коммунальщики говорят, что они хорошо подготовились к этой зиме? Но о морозах предупреждали за несколько недель. Можно было принять хоть какие-то превентивные меры. Но жители Таджикистана говорят, что не видели, чтобы кто-то к этому всему готовился. А вы как думаете? Другая жалоба жителей в эти дни – холод в домах. Саид Мурат Муродов, житель Душанбе, проживающий на улице Айни, сказал, что неоднократные обращения с просьбой решить проблему остались неуслышанными. У нас дома дети все заболели. Мы позвонили в теплосеть, а нам в ответ: вот скоро немного потеплеет и в домах будет теплее. А зачем тепло в домах, когда будет на улице теплее? Если надо будет, мы соберем подписи 2-3 тысячи человек и обратимся к президенту. Уже 3-4 года ничего не решается, сказал собеседник. Сотрудники теплосетей Душанбе объясняют слабое отопление в домах жителей тем, что трубы горячего водоснабжения в подвалах не изолированы. Вопрос только почему? Абдуджабор Юров, начальник теплосетей столицы, сказал, что его сотрудники выезжают по адресу заявок для решения проблем. В подъездах наших домов нет дверей. Тепло теряется. Назовите нам адреса жильцов, у которых проблемы с отоплением, и мы будем их решать. За последнюю неделю в соцсетях все чаще звучит резкая критика в адрес коммунальных служб города. Некоторые пользователи пишут, что сильные холода показали, что власти недостаточно подготовились к зиме. Некоторые из активных пользователей Фейсбука написали, что у них нет воды, в их домах холодно, но их обращения в государственные учреждения не рассматриваются должным образом. В эти холодные дни многие жители также обеспокоены периодическими отключениями электроэнергии, хотя обещали, что не будет этого уже. В предыдущие годы обычно на перебои с электричеством и холод в домах жаловались сельские жители. В этом году душанбинцы столкнулись с такой же проблемой. По данным метеорологов, таких морозов в Таджикистане не было последние 15 лет. По прогнозу агентства по гидрометеорологии страны, холода в стране сохранятся до 20 января. А вы на себе ощутили происходящее? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.